السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля, милостью которого мы собрались для изучения нашей религии, для познания смыслов Священного Корана, слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Книги, которая призвана указать человеку путь для счастья в вечности и благой жизни в этом мире. Начали мы с вами изучение суры Аль-Бакара. Изучили ее особенности, ее достоинства, ее величие. Сура Аль-Бакара – это самая большая сура в Коране. И названа она Аль-Бакара – корова в переводе, из-за истории, которая упоминается, связанная с пророком Мусой и Бану Исраиль. Сегодня же мы приступим к изучению непосредственно аятов этой суры. И сура Аль-Бакара начинается Бисмиллахир Рахманир Рахим Алиф Лам Мим. Алиф Лам Мим. Эти буквы, они часто встречаются в сурах Корана. И эти суры ученые называют хуруф мукаттаа, разрозненные, раздельные буквы. Почему они так названы? Потому что они не собираются в известные в арабском языке слова. То есть эти буквы, собираясь в одном месте, в одном предложении, в одном слове, они не дают какой бы то известный в арабском языке смысл. К примеру, если соберутся буквы в арабском языке «каф лям мим», у нас получится буква слова «калямун», в переводе «перо», «ручка», «письменная трость». Но здесь же вот эти буквы «алиф лям мим», они, собираясь и читаясь таким образом «алиф лям мим», они не дают определенного смысла, известного в арабском языке. И также эти буквы читаются так, эти буквы читаются по их названиям. Они не читаются «алям», «алям», но читаются по названиям букв. «Алиф» — это название буквы, «лям» — это название буквы, «мим» — это название буквы. Другие же слова в Коране, они читаются так, как пишутся, за исключением вот этих букв. У нас приходит в Коране всего 14 из 28 букв арабского алфавита, 14 букв в подобной форме упоминаются. Эти буквы можно соединить в словах «сахха тарикука ма'а сунна». Это буквы «сад», «ха», «та», «ра», «я», «каф», «каф», «мим», «айн», «алиф», «лям», «син», «нун», «ха». 14 букв, они приходят в начале некоторых сур Корана. Что же они означают? Касательно значения этих букв, среди ученых есть множество мнений. Множество мнений. В одном из тафсиров упомянуто 21 мнение касаемо значения этих слов. 21 мнение, да, на что же указывают эти буквы. Но можно объединить их в 4 группы, эти мнения. Первое – это ученые, которые сказали, что у этих букв есть значение и смысл. Но что же они означают, тут уже они между собой тоже разделились. Одни сказали, что эти буквы – это имена Аллаха. Одни сказали, что «алиф лям мим» – это одно из имен Всевышнего Аллаха. Другие сказали, что это название сур. «Алиф лям мим» – это название суры. Еще другие сказали, что это определенные цифры, указывающие на определенные сроки во времени.
и другие мнения были высказаны учеными. Конечно же, они не взяли это из себя, а опирались на определенные источники, на высказывания некоторых сподвижников, на высказывания некоторых табиинов. Значит, первые ученые сказали, есть значение, но что означает, уже разделились. Вторая группа ученых, они сказали, что у этих букв нет значения. Эти буквы, они не дают какой-то определенный известный смысл. Это лишь буквы арабского алфавита. Но при этом зачем именно эти буквы они пришли? Почему именно алиф, лям, мим? Почему именно каф в суре Каф? Почему именно сад или нун в суре Калям? Это знание лишь у одного Аллаха. Третье мнение касаемо этих букв, что у этих слов есть смысл, но знание об этом лишь у Аллаха. Алиф лям мим, оно какой-то смысл имеет, но знает лишь Всевышний Аллах это. И четвертая группа, которые сказали, мы лишь читаем эти буквы и не вдаемся в значение и смысл этих букв. Мы читаем эти буквы, потому что они пришли в Коране. Они являются частью сур и являются аятами в Коране, и мы их читаем, но при этом мы не вдаемся в разъяснение смыслов этих букв. Вот такие 4 мнения были озвучены учеными. Касаемо смысла, значения, мы выяснили, что нет единого мнения среди ученых. Однако в вопросе мудрости использования этих слов в Коране тут уже есть определенные ясности. То есть нужно понимать, имеет ли это слово смысл, значение, это один вопрос. Но также, зачем эти буквы, эти слова пришли в Коране? Какую мудрость заложил в этом Аллах Субхану ва Тааля, это уже другой вопрос. Смысл, значение – это одно, но в чем же мудрость того, что использовались эти буквы, это другое. И тут уже ученые выявили, более детально изучили и более детальные мнения высказали, опираясь, опять-таки, на определенные доводы. Одни сказали, что Аллах Субхану ва Тааля упомянул эти буквы в начале сур для того, чтобы привлечь внимание неверующих, слушателей. Но другие оспорили это, сказав тем, тогда бы в каждой суре было бы необходимо применять эти буквы. Но мы знаем, что в Коране не в каждой суре это применяется. И также сказали, если бы это было так, и смысл в упоминании этих букв в начале суры, говоря алиф, лям, мим, если бы был замысел, чтобы привлечь внимание неверующих, то тогда эти буквы не использовались бы в сурах, которые были ниспосланы после переселения, когда уже, слушатели были кто? Верующие, мусульмане, в Медине. Вот. И, более подтвержденное мнение, самое закрепленное и распространенное мнение среди ученых, что мудрость использования этих букв в начале некоторых сур – это вызов. Это вызов к тем людям, которые сомневаются в истинности этого Корана. Каким образом вызов? Аллах Субхану ва Тааля в начале суры использует буквы арабского языка. И смысл получается таков: вот этот Коран, и он состоит из тех букв, на котором вы разговариваете. Вот он алиф, вы его используете в своих речах. Вот он лям, вы его используете в своих речах. Вот он мим, это буквы, они вам знакомы. Эти буквы, которые вы используете в своих словах, разговорах, вы пишете этими буквами друг другу письма. Значит, это не чужой вам язык, это ваш родной язык. Так если же вы сомневаетесь в истинности Корана и в том, что он ниспослан от самого Всевышнего Аллаха, то приведите книгу, подобную этому Корану. Приведите книгу, подобную этому Корану. И в подтверждение этого мнения ученые объяснили.
И указывает на это, то есть на то, что буквы пришли в качестве вызова, то, что в какой бы суре, какая бы сура не начиналась с этих букв, после них приходит упоминание самого Корана. Например, сура Бакара «Алиф лам мим», «Залика аль-китаб». «Алиф лам мим» — это есть Писание. Упоминается что? Коран. Или, например, «Ясин валь Кур'ани аль-хаким». «Ясин». Это не одно слово арабское. «Я» и «син». «Ясин валь Кур'ани аль-хаким». «Ясин» и «Кур'ан хаким». Клянусь Кур'аном хаким. То есть упоминается опять Коран. Или, например, сура «Каф валь Кур'ани аль-маджид». «Каф валь Кур'ани аль-маджид». «Каф» и клянусь славным Кур'аном, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть ученые говорят, какой бы сура, за исключением некоторых, в основном все суры, которые начинаются с этих букв, после этого сразу упоминается сам Коран. И тем самым подтверждает то, что эти буквы призваны для вызова людей сомневающихся. А те же суры, в которых Коран, даже если не упомянут непосредственно после этих букв, упоминаются некоторые качества Корана. К примеру, если взять суру Марьям, Аллах Субхану ва Тааля говорит «Каф ха я айн сад», используются эти буквы «Викру рахмати раббика абдаху Закария». Это упоминание милости, оказанной Господом своему рабу Закарии. Это что? Это особенность Корана, это истории, киссы предыдущих поколений. Это истории о предыдущих поколениях. Это есть свойство Корана. Или, например, в суре Ар-Рум Аллах Субхану ва Тааля говорит «Алиф лам мим гулибатир рум». Алиф лам мим. Рум, византийцы, они потерпели поражение. Но что дальше говорит? «Вахум мим ба'ди галабихим саяглибун». Но они после поражения вновь одержат победу. Это что? Это сообщение о будущем. И это есть особенности Корана. Сообщение о будущем. И таким образом ученые привели в доказательство своего мнения подобные аяты. Значит, алиф лам мим, эти буквы, они призваны, они призывают людей сомневающихся и говорят им: вот это знакомые вам буквы, вы их используете, тогда приведите подобную книгу Корану, или 10 сур, или одну суру хотя бы приведите. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Это книга. Во-первых, что это? Обратите внимание, да. ذلك الكتاب. ذلك это книга. В арабском языке для указания на что-то используются различные слова. Например, для указания на что-то, находящееся рядом, говорится «хаза». Например, «хаза варакун» — это листок. Но для указания на что-то, находящееся вдалеке, используют уже «залика». Можно сказать «то». «Залика бабун». То, дверь. И тут, что заметите, Аллах Субхану ва Тааля указывает на Коран, говоря: это «залика китаб». Почему на Коран? А ведь он вот мы его в руки взяли и вот читаем. Он же перед нами, он же близко, но указывается именно «залика» вдали, на что-то далекое. Ученые объясняют, что это указывает на великое положение Корана, на его величие, на степень далекую, которую он занимает. Поэтому используется что? «Залика». Аль-Китаб. Аль-Китаб — это одно из имен Корана. У Корана упоминается множество имен. Аль-Коран, Аль-Китаб, Аль-Фуркан. Также у нас имена есть Аль-Хак и другие имена, упоминающие. Это все имена Корана. И на что указывает большое количество имен, большое количество, можно сказать, титулов? Это указывает, опять-таки, на величие и на значение того, кого именует большим количеством имен. ذَلِكَ الْكِتَابِ. Китаб — это слово нам знакомо и с татарского языка. Так ведь китаб. Китаб, что он означает в арабском языке? Писание, то, что написано. Это Писание. И Коран, он записан в 3 местах. В книге Лаухуль Махфуз.
также в свитках ангелов. И также он записан в свитках, в книгах, которые мы с вами читаем. Значит, это Писание, это книга. Что говорит Аллах Субхану ва Тааля? Ля райба фи. Ля нет. Райба сомнения фиги в нем. Нет сомнения в нем. Нет абсолютно никакого сомнения, говорит Аллах Субхану ва Тааля, в том, что эта книга, она ниспослана от самого Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ведь если бы было иначе, в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ана, валау кана мин инди гайри Аллахи, лаваджаду фихи ихтиляфан кафира». Разве они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, они бы нашли в нем множество противоречий, говорит Всевышний Аллах. Нашли бы противоречия в словах, они бы друг другу смысл, возможно, искажали, противоречили. Находили бы противоречия в информации, в знании, в ее несоответствии действительности. Прошло 1500 лет назад, 1500 лет. И то, что было сказано, оно не отвергается открытиями, оно наоборот, что лишь подтверждается до сих пор теми открытиями, прогрессом, через который человек проходит. И также они бы находили противоречия в законах Корана к их повседневной жизни. Но мы видим, что законы Корана, его постановления, вопросы халяля, харама, запретного и дозволенного, они не теряют свою актуальность вне зависимости от времени или вне зависимости от места. И поэтому Коран, в нем нет сомнений, что он исходит от Всевышнего Аллаха. Как в суре Саджда Аллах говорит: «Алиф лам мим танзилюль китаби ля райба фихи мин раббил аламин». Алиф лам мим — это есть ниспосланное от Аллаха, от Господа миров Писание, в котором нет сомнений, говорит. И верующие, они и отличаются тем, что они не испытывают сомнений в этом. Как Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Иннамаль му'минуна аллазина аману биллахи ва расулихи thumma лам яртабу». Воистину верующие лишь те, кто уверовал в Аллаха и его посланника, а затем thumma лам яртабу, не испытывали сомнения. Вот это райб, яртаб — однокоренные слова. Они не испытывают сомнения. Они веруют в все, что ниспослано от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Худа лиль муттакин является худа. Худа с арабского языка — это указание. Можно сказать путь, руководство. Для кого? Для богобоязненных. Коран, он указывает на то, что принесет человеку успех в жизни после смерти, при этом учитывая его потребности в мире этом. Хидаят, то есть руководство, это Коран, оно указывает человеку путь, который приведет его к успеху в жизни следующей после смерти, при этом учитывая его потребности в этом мире. Это есть совершенное Писание. Это есть совершенное руководство. Есть Писание, да, есть законы, с которыми мы знаем, с которыми мы сталкиваемся. Они соблюдают или переживают, скажем так, лишь за материальные благосостояния человека, но при этом не учитывают его жизнь после смерти. Но Коран же, это Писание, которое, руководствуясь которым человек и в этом мире будет благополучие, и в ахирате его ждет лишь милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, его довольство. Заметьте, здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит: эта книга, в которой нет Писания, является худа, указанием, либо верным руководством для богобоязненных. Но у нас есть в Коране другой аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Худан линнас, шахру Рамадан, аллади унзиля фихи аль-Курану, худан линнас». Месяц Рамазан, это в который был ниспослан Коран,
как верное руководство для людей. Здесь указываются богобоязненные, а в другом, это еще суре Бакара также у нас приходит, это для людей. Почему же здесь, в суре Аль-Бакара, Аллах Субхану ва Тааля отдельно выделил именно богобоязненных? Или также в других аятах той милости, которую несет Коран, это хидаят, благой путь, Аллах Субхану ва Тааля отдельно выделяет верующих. Говорит: «Куль хуа лилладзина аману худа ва шифа». Скажи, он для верующих является верным руководством и исцелением. И также говорит: «Ва нуназзилю миналь Кур'ани ма хуа шифау ва рахматун лиль му'минин». И мы ниспослаем из Корана то, что является милостью и исцелением для верующих. То есть Аллах Субхану ва Тааля обособил вот эту милость, эту шифа, исцеление. И также в суре этой Аль-Бакара это верное руководство именно богобоязненными, верующими своими рабами. Но ведь Коран несет в себе руководство для всех. Коран содержит в себе руководство для всех людей. Однако здесь отдельно выделены богобоязненные. Почему? Да, Коран, он содержит в себе верное руководство для каждого человека. Но пользу от этого извлекают лишь богобоязненные. Те же, кто в сердцах которых нет веры, богобоязненности, они, читая Коран, слыша Коран, возможно, даже изучая Коран, они не извлекают из него никакой пользы и не следуют тому пути, который Аллах Субхану ва Тааля указал. Но пользу же извлекают лишь богобоязненные, муттакин. Кто же такие муттакин? Кто такие богобоязненные? Вообще, само слово муттакин образуется от слова таква, иттака. Остерегаться, защищаться. Остерегаться, защищаться. И муттакин — это тот, кто ищет средства защиты, остерегается от чего-то. Но на русский язык принято переводить как богобоязненный, хотя это не совсем точно передает смысл. Но в любом случае, как бы мы ни перевели, скажем, богобоязненный, либо остерегающийся, оно все равно нуждается в пояснении. Кто это за человек такой? Какой человек называется богобоязненным? И тут приведем лишь высказывание Хасана Аль-Басри, великого табиина. Это высказывание приводится в Тафсире Ибн Кафира. Аль-Хасан Аль-Басри, объясняя слова богобоязненных, он сказал: они те, которые остерегаются запретов Аллаха и выполняют то, что Аллах им вменил в обязанность. Богобоязненный человек, который остерегается запретов Аллаха, не совершает то, что запрещено, и выполняет то, что на него возложено, то, что вменено в обязанность. Вот этот человек называется богобоязненным. Это истинное проявление его богобоязненности. Но если же человек говорит: я боюсь, я переживаю, но при этом ничего он абсолютно не делает. Он в грехах погряз, он не выполняет повеления, возложенные на него, вмененные в обязанность, то это не является истинной богобоязненностью, о которой Аллах Субхану ва Тааля в другом аяте говорит: «Я юхалладина аману аттакуллаха хакка тукатихи». Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью. Истинной богобоязненностью. И вот именно вот эти богобоязненные муттакин, они и извлекают пользу из Корана. И далее Аллах Субхану ва Тааля описывает этих богобоязненных, приводит их качество. Давайте мы повторим, да? Алиф лам мим, заликаль китаб, это Писание, худаль лиль муттакин, является верным руководством для богобоязненных. И Аллах Субхану ва Тааля описывает этих богобоязненных. И тут, конечно, когда мы слышим определенные описания, каждый из нас должен на себе это примерять и сравнивать, есть ли во мне эти качества и выполняю ли я их должным образом. Богобоязненные они, аллазина, те, которые ю'минуна биль-гайб, веруют биль-гайб в сокровенное, в скрытое. Первое качество богобоязненных — это вера в скрытое. Верой как раз-таки и называется вера, признание без каких-либо сомнений того, что ты не видишь.
То, что ты можешь потрогать, то, что ты можешь увидеть глазами, то, что ты можешь слышать, это не является верой. Но вера же это, когда ты не слышишь, ты это не видел, ты это не потрогал, ты это не чувствовал, но при этом ты сердцем убежден, что это есть. И вот это первое качество богобоязных. Ю'минуна биль-гайб. И это все скрытое от нас знание, о котором сообщил Всевышний Аллах Субханаху Тааля в Коране или сообщил его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. О скрытых от нас мирах, мире джиннов, мире ангелов, о том, что будет происходить с человеком после смерти, вопросы в могиле, мучение, наказание в могиле, блаженство в могиле, о том, что будет происходить в судный день. Это спрос и воздаяние, это весы, это водоем, это расчет перед Аллахом Субханаху ва Тааля, это исход, который ожидает рай и ад. И также те сообщения, которые содержат в себе информацию о прошлом, истории о пророках, о предыдущих поколениях. То есть это все, что мы не можем не услышать, да, как бы вживую, наяву, и либо увидеть, либо потрогать, либо ощутить, как-то это все скрытое от нас. Вот же верующий человек, он без каких-либо сомнений, без колебаний, искренне верит во все это. И все это признает и берет на веру. И также, что интересно, есть еще два объяснения смысла этих слов. «Аллазина ю'минуна биль-гайб», которые веруют сокровенно. Биль-гайб, вскрытые. Тут некоторые ученые сказали, что это подразумевает страх перед Аллахом. Страх перед Аллахом. Как в других аяте Аллах Тааля говорит: «Инна аллазина яхшауна раббахум биль-гайб». Воистину, это те, которые боятся Аллаха скрыто. То есть, когда никто их не видит. Минуна биль-гайб, боятся Аллаха, когда их никто не видит, когда они одни, наедине со своим нафсом. И также еще одно мнение, что они минуна биль-гайб, то есть они веруют всегда, как наяву с другими верующими, так и когда они одни. В отличие от кого? В отличие от лицемеров, которые, будучи с верующими, говорят: мы веруем, а когда они остаются со своими шайтанами, они говорят: мы с вами, мы лишь насмехаемся. Эти аяты из суры Аль-Бакара, которые мы с вами еще, иншаллах, изучим. Значит, аллазина, те, которые ю'минуна биль-гайб, веруют в скрытые, либо боятся Аллаха всегда, даже когда они одни, и также их вера, она всегда, когда они вместе с другими верующими, и если даже они одни, они все равно соблюдают веление Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ю'минуна биль-гайб. Следующее: ва юқимуна ас-саля. Что значит юқимуна ас-саля? Они выстаивают молитву. Молитва ас-саля — это намаз. Намаз, да, это религиозный обряд, содержащий в себе определенные действия, определенные слова, совершаемые в определенное время, да, с определенными условиями. Да, у него есть свое объяснение слова намаз. Но мы же понимаем, что за намаз. Это касается как обязательных молитв в первую очередь, так и дополнительных молитв. Сунна, нафиль. Верующий уверовал, и что он делает? Выстаивает молитву. Это и есть истинная вера, когда человек сердцем уверовал и потом подтверждает это своими словами и своими делами. Это и есть истинная вера и богобоязненность. А что же означает «выстаивает молитву»? У нас в татарском языке принято говорить «намаз укилар». Да, но это опять-таки не совсем передает. Не совсем передает. Или мы говорим «намаз читал». Но в арабском языке используется юкимун, выстаивают. Акама, юкиму. Что это означает? Это более глубокое понятие. Это когда ты что-то поставил, и оно стоит, не падает, не колеблется. Акама. Человек верующий, он тоже намаз выстаивает. И как объясняют, переводится от Абдулла ибн Аббаса, что значит выстаивать молитву? Значит, они совершают намаз со всеми условиями. Это все условия намаза: чистота, тахарат, наступление времени, встать в сторону киблы. И далее это чтение Корана должным образом,
Здесь тоже следует внимание акцентировать на том, что Коран должен читаться в намазе, и не только в намазе, а так, как он был ниспослан пророку, саллиллаху алейхи. И очень большой ошибкой является то, что человек читает его по транскрипции или по транслитерации, по-другому можно сказать. Да, дозволяется, когда человек только встает, только начинает изучать намаз. Но он не должен затягивать с тем временем, за который он должен научиться читать Коран на том языке, на котором был ниспослан, на арабском языке, должным образом произнеся все буквы. Иначе у этого человека намаз испортится. Потому что ни один язык в своей транскрипции он не может передать произношение букв. Ни на русском языке транскрипция она не передает, ни на татарском языке, ни на английском. Ни один язык он не передает произношение букв так, как они произносятся в арабском языке. Поэтому в этом вопросе особенно надо быть внимательным. Все условия намаза соблюдают, читают в намазе Коран должным образом. И в намазе испытывают смирение, и в намазе думают о намазе. Вот что говорит Абдуллах ибн Аббас. В намазе увлечены намазом. В намазе они увлечены намазом. Ни работой, ни семьей, ни какими-то другими повседневными проблемами, заботами. Нет, он в намазе, он увлечен намазом. Вот это и есть выстаивание молитвы. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. И они расходуют. وَمِنْمَا из того, что رَزَقْنَاهُمْ мы даровали им, юнфикун расходуют. Это речь идет о садака и в первую очередь о закат, обязательной милостыне для богатых людей. И в то же время другие виды обязательных расходов. Не только закат, но и другие виды обязательных расходов. Что это за другие виды обязательных расходов? К примеру, муж обязан содержать свою семью или обязан содержать своих детей. Либо сын, ребенок, который обязан содержать своих родителей, состарившихся, которые уже сами не в состоянии. То есть есть ряд обязательных расходов, которые должны покрываться. И также есть дополнительные виды расходов садака и в благих путях. Что в этом аяте также важно в этих словах? Аллах говорит, расходуют из того, чем мы их наделили. На что это указание? На то, что все, что есть у человека, это не его. Это не его. Оно даровано ему Аллахом. И он вправе использовать это лишь так, как того потребовал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Человек не может свое имущество тратить так, как он хочет. Нет, оно не должно переходить за границы, установленные Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваатухум мин мали Аллахи аллади атакум». И давайте им из имущества, которое вам дал Аллах. Из имущества, которое вам дал Аллах. И расходование имущества – это очень важный вопрос. И это один из вопросов, за который человек будет спрошен в судный день. Пророк, саллиллаху алейхи салям, нам сказал, что не сдвинется человек с места, пока не ответит на 5 вопросов. На жизнь, на вопрос о жизни, как он ее провел, вопрос о молодости, как использовал. 3, откуда приобрел имущество, как заработал. И 4, куда потратил, куда использовал, куда расходовал это имущество. Не было ли исрафа, не покупал ли ты то, чего тебе не нужно, нет у тебя необходимости в этом. Излишество, что-то дорогое, что-то ненужное, исраф. И 5, это знание, как он ими пользовался. Имущество, да, оно даровано Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Для понимания, как же это, мы можем привести один элементарный пример. Мы отправляем ребенка в магазин, говорим ему: купи хлеб, молоко, определенный ряд продуктов. Мы ему даем деньги, он идет в магазин. Является ли ребенок
фактическим хозяином, владельцем этого имущества, этих денег. Нет, он не является. Он лишь тот, кому дано это имущество, чтобы он расходовал его. Но при этом он имеет право расходовать лишь так, как ему сказал отец или мать, хозяин этого имущества. И человек, он также, ему имущество даровано, дано Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. И может он расходовать лишь так, как Аллах Субхану ва Тааля ему позволил. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَالَّذِينَ и те, которые يُؤْمِنُونَ веруют بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, бима в то, что унзиля было ниспослано илейк, тебе. Вабима, вама, и в то, что унзиля мин каблик, было ниспослано до тебя. Это основа веры в Писание и в пророков. Верующие мусульмане, они признают всех пророков, которых нам сообщено, и признают все Писания, которых нам сообщено. Мы признаем и веруем, что Аллах Субханаху ва Тааля на протяжении всей жизни человеческого рода, потомков Адама, отправлял ангелов и отправлял через них священные писания, руководство. Мы все это признаем. И мы не отвергаем, не отрицаем ни одного из посланников. Мы признаем Иисуса как посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которому было даровано Писание Инджиль. Признаем Мусу, Моисея, которому было даровано Писание Ат-Таура. И также признаем Дауда, алейхиссалям, которому было даровано Писание Забур, или Ибрахим, которому были дарованы свитки, и так далее. Но, заметьте, Аллах Субхану ва Тааля говорит: верует в то, что ниспослано тебе, и в то, что до тебя. Несмотря на то, что Коран, он был ниспослан последним, в аяте Аллах Субхану ва Тааля делает акцент именно на него, в первую очередь. Ниспослано тебе, и в то, что было ниспослано до тебя. Почему? Ученые объясняют, потому что Коран, он уже стирает те писания, которые были до него. И после ниспосылания Корана уже нельзя руководствоваться другими писаниями, которые были до него. Это последнее постановление, последний свод законов, последнее руководство, которое послал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля людям. И лишь им дозволительно руководствоваться. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَبِالْآخِرَةِ, и в последнюю жизнь, ахир, последний, соңғы, последнюю жизнь, хум, они, юқинун, убеждены. Что такое последняя жизнь? Разве это не относится к ю'минуна биль-гайб, веруют в скрытое? Относится. Но Аллах Субхану ва Тааля отдельно еще сделал упоминание жизни после смерти. Тут несколько причин. Одна из причин, потому что именно в жизнь после смерти многие не веруют. Они могут признавать наличие разных духов, ангелов. Даже во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, мушрики, многобожники, они верили в ангелов. Более того, они ангелов даже считали потомством Всевышнего, что недозволительно. И другие вещи они верили, но они не верили, что после смерти можно воскреснуть. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Пришли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, один человек сказал, с костью в руке, сказал: кто же воскресит эти кости после того, как они истлели? То есть первая причина, почему отдельно упомянута жизнь после смерти, потому что именно в этом вопросе многие не веруют и сомневаются. Но верующий человек, он убежден. И также вера в судный день, она чаще других столпов имана упоминается после имана в Аллаха Субхану ва Тааля. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своих хадисах говорит: «Ман кана ю'мину биллахи валь йомил ахир». Кто верует в Аллаха и в последний день. Кто верует в Аллаха и в последний день. «Фалякуль хайран ау лиясмут», пусть говорит благое или молчит. «Фалюкрим джараху», пусть относится хорошо к своему соседу, и так далее. Почему именно судный день? Потому что вера в судный день, она толкает человека на совершение благих поступков и удерживает его от совершения греховного. Ведь каждый верующий человек, он знает,
что за каждое слово, за каждое действие, за каждый поступок в этом мире предстоит отвечать в день суда перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И последний аят, который мы сегодня завершим. «Улаика аля худан мин раббихим ва улаика хумуль муфлихун». Улаика, они, аля, на худа, на верном руководстве, мин раббихим, от своего Господа. Ва улаика, и они, хумуль муфлихун, являются преуспевшими. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уляйка аля», они на верном руководстве. Аля в арабском языке значит над чем-то, возвеличен над чем-то. И эти верующие, они над этим путем, они идут этим путем и тем самым приобретают величие, достоинство. А тот же человек, который отклонился, он получает лишь унижение, да, сухрия, позор и унижение. И эти люди те, которые обрели успех. На протяжении всей жизни человека каждый всегда стремился к успеху. Что такое успех? Успех — это достижение желаемого и избегание порицаемого. То есть человек, например, финишировал первым в каком-то забеге. Он что говорит? Я преуспел, потому что он достиг желаемого. Либо человек спасся от пожара, выбежал вовремя, спасся, он преуспел. То есть он спасся от того, что он не хотел, чего не хотел, чтобы оно его постигло. И вот успех это и есть. Это достижение желаемого и спасение от того, что ты не хочешь, от того, что ты порицаешь. И истинный успех, если этот человек, он достигнет желаемого, это вечное блаженство в раю после смерти. Это довольство Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это возможность видеть самого Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Творца небес и земли, Творца Господа миров. Это величайший дар. И это спасение от ужасных, мучительных страданий, мук в адском пламени. И лишь человек, который достигнет этого, он является истинным преуспевшим. Все остальное, чего человек может достигнуть, оно абсолютно не имеет значения, если не помогает ему в достижении вот этой основной цели. Там он стал чемпионом в каком-то направлении, достиг каких-то высоких положений в обществе, до высоких должностей, либо заработал шестизначную, девятизначную сумму. Нет, это все абсолютно не является успехом, если в конечном итоге он не обрел истинный успех, достижение желаемого, вечное блаженство в райских садах и избегание спасения от мучительных страданий и мук в аду. На этом мы завершим. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах